Уважаемые друзья, посмотрите, пожалуйста, следующее видео. Вот даже посмотрите, в парламентах везде начальство стоит казахи, а кто у них самый? Русские, потому что у них мозги есть, а у них нет их мозгов. Нас и ставят русские, потому что у нас мозги есть. Татьяна, они, понимаете, они ставят казахов, знаете, так, чисто для обложки, что якобы тут правят казахи. Вот, правильно. А на деле, Татьяна, кто там работает? Русские Наши работают, ребята потому что мозги есть. А у этих что? Что они? Нихуя. Уважаемые друзья, как вы видите, вот эта шовинистка говорит то, что у казахов нет мозгов, все мозги у русских, и наша страна держится именно из-за мозгов русских. Уважаемый Комитет национальной безопасности, ваш выход. Этот случай нельзя просто так оставлять, это факт. Уважаемые друзья, знаете, вот я не понимаю вот эту женщину. Если казахи, да, будут говорить за них такое, то сразу начинают они ныть. Вот, казахи разжигают межнациональную рознь, вот вы нацисты и так далее, да. А что они сами творят? Ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Почему она, живя на казахской земле, позволяет такие слова именно против коренной и титульной нации Республики Казахстан? Ответьте мне, пожалуйста. И во-вторых, уважаемые друзья, знаете, раньше был такой момент. Москва, чтобы истребить казахскую нацию, в первую очередь отправляет голодомор и истребляет всех наших аксакалов. А казахи всегда брали воспитание именно у аксакалов. Казахские мужчины воевали и защищали свои земли, женщины сидели дома, ухаживали за домом, а внуки всегда были с дедушкой и бабушкой. После голодомора казахи теряют всех своих аксакалов. Потом выживших, оставшихся людей они расстреливают в 1937 году. После этого более-менее таких вот оставшихся толковых забирают в 1941 году на войну защищать чужую столицу Москву. Да? И, уважаемые друзья, после этого, когда началось возвышение Целины, якобы они хотели возвысить Целину, да, начали отправлять на казахские земли всех. Кого не лень, украинцев, русских, немцев, поляков, чеченцев и так далее, да. И всем говорили одно: в Казахстане живет дикий народ, который не умеет писать и элементарно читать, уважаемые друзья, да. И вот, смотрите, они вот так вот людей настраивали на Казахстан, да, против казахского народа. И вот, уважаемые друзья, родители вот этой шовинистки, либо же предки этой шовинистки по-любому приехали откуда? Потому что на казахской земле они не считаются коренным населением, потому что на казахской земле коренное население это именно казахская нация, да. И вот ее родители, ее предков отправляли такими же словами. И вот ее родители учили ее также. Вот видите ее слова: на казахской земле она считает себя умнее, чем всех казах вместе взятые, понимаете? Она думает то, что казахи безмозглые, что у нас нет мозгов. Комитет национальной безопасности, прошу вас, займитесь этой особью в обязательном порядке. Так нельзя, так нельзя. Мы, казахи, добрый народ. Вы сами об этом знаете. Мы никого не делим на нации. Но мы в свою сторону тоже никогда не позволим такие слова. Так что Комитет национальной безопасности, прошу вас, разберитесь.